Как и 78 лет назад, утро на Красной площади 7 ноября начинается с торжественного марша. Вновь здесь проносят штандарты фронтов Великой Отечественной и знамена, под которыми шли обороны российской столицы. Не только обмундирование точь-в-точь. Вот, например, парадный расчет в гражданской одежде 40-х. Тогда добровольцы стали под ружье, сформировав 12 дивизий. Прощай, Москва, душа твоя, всегда прибудет с нами. По брусчатке Красной площади, чеканя шаг, прошли 3000 человек. Солдаты, офицеры, участники военно-исторических клубов и кадеты. Стальными рядами легендарная военная техника. От полуторок до танков и артиллерийских установок, закаленных в боях. Сегодня Москва славит своих героев. Вам сегодня говорят спасибо ваши внуки и правнуки. Все началось 7 ноября 1941 года. Советские солдаты, пройдясь по Красной площади, сразу же отправлялись на передовую. Ведь на тот момент линия фронта Великой Отечественной войны проходила всего нескольких десятках километров от столицы. Тогда парад сыграл огромную роль в поднятии морального духа армии. СССР показал всему миру, что Москва не сдастся врагу. Вот так выглядело тогда радио. Вот из этих громкоговорителей по всей стране прозвучала речь главнокомандующего Сталина, где он произнес речь на этом параде 7 ноября 1941 году. Наше дело правое, мы победим, и позади Москва, отступать некуда. И эти слова стали пророческими для наших советских войск. Парад 41-го походил на секретную операцию. Участники должны были выполнить приказ даже при налете вражеской авиации. Место упавшего бойца должен занять идущий следом. А на Красной площади были расставлены микрофоны. Гром оркестра и барабанов против канонады взрывов. Радиостанцию с замиранием сердца слушали и в армии, и в тылу. Ее услышали и в Берлине. Указ последовал немедля – разбомбить парад. Ведь немецкие солдаты уже морально были готовы к тому, что вступят в скором времени на Красную площадь. Но к атаке с воздуха советские войска были готовы, да и погодные условия в тот день были не в пользу немцев. Около 40 немецких самолетов было сбито. В парадах могли участвовать выходцы из Ингушетии, которые призывались и в 1939-м, и в 1940-м, и накануне в 1941 году. То есть еще есть место поисковой работе как и сотрудников музея, так и архивных служб. По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на Красной площади приравнивает к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны. В тревожные и тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух и волю народа к победе. Всего в военном параде участвовало 28 467 человек. Это пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы, танкисты. И это далеко не все. Впрочем, 7 ноября запомнился еще одним событием – Октябрьская революция, которая существенно изменила ход всемирной истории. В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание, в результате которого было свергнуто Временное правительство и провозглашена власть Советов. Но на этом достижения революции закончились, ожидаемые реформы зависли в воздухе. Чем дольше Временное правительство откладывало рассмотрение насущных проблем, тем быстрее росло недовольство в обществе. Осень 1917 года принесла еще большее усиление общественного напряжения. Причин тому было немало: гиперинфляция, рост цен на продукты, понижение зарплат, увеличение безработицы, катастрофическая ситуация на полях боевых действий, война искусственно затягивалась. Российская многонациональная империя разваливалась на отдельные национальные государства, нарастали противоречия между представителями различных народов и внутриплеменные разногласия. Историки считают, что Временное правительство вело ленивую и бездарную политику, благодаря чему большевикам удалось свергнуть временную власть. Большевистская идея и ее поддержка крестьянами, рабочими и солдатами привела к получению депутатского большинства в новой государственной системе.
По сути, революция 1917-го – это вооруженное восстание, которое осуществил военно-революционный комитет Петроградского совета. Это судьбоносное событие практически перевернуло не только весь мир, но и кардинально изменило ход истории на многие десятилетия вперед. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. По мнению историков, последствия Октябрьской революции неоднозначны. Это приход к власти большевиков, принятие Вторым съездом Советов рабочих и солдатских депутатов декретов о мире, земле, декларации прав народов страны. Была создана Российская Советская Республика. В дальнейшем был подписан неоднозначный Брестский мир. Но немаловажен и негативный аспект той самой революции. Началась затяжная гражданская война, принесшая еще большие разрушения, голод и миллионные жертвы, развал и хаос в огромной стране привел к кризису, тянувшемуся более 1,5 десятков лет. Это последствия тяжким бременем легли на плечи самых бедных слоев населения. Жардат Хулхоева, Зарема Илоева, Новости 24.